Первое, я думаю, это разные турниры, Кубок и Лига чемпионов. Тоже у нас несколько игроков будет свежие за этот игра, не играли в финал Кубок. Мы знаем, что Бенфика очень сильная команда, очень серьезная. Но мы, как всегда, на наше поле, в наш дом, мы настроимся на борьбу, на футбольная война. И если мы сыграем на максимум, на наши возможности, я думаю, у нас есть какие-то шансы, берем очки. А мы все должны знать, что мы завтра сделаем все, что по нашей силе, если заберем очки или одна или три. Потому что ведь за нами чемпионат закончил и кубок. Да, чуть-чуть сложнее будет настроено. Я думаю, мои футболисты понимают очень хорошо, какая ответственность. И тоже не на последнее место. Я ожидаю, я знаю, что будет у нас серьезная поддержка от болельщика. И болельщика дает моим футболистам в силе тоже. В месте, когда мы можем выиграть любой команду. Каково состояние Роджера Канеса? Мы слышали, что он травмирован и поэтому даже не попал в заявку на игру в финал. И мы все видели, игра с Канесом у нас, когда он играет, другая игра, когда его нету в центре поля, почти что мы проигрываем центр поля и не держим мяч. Каково его состояние, готов ли он выйти на поле? У Роджера был такой маленький проблем, и я не брал никакой риск. Вчера тоже тренируется, увидим сегодня, я надеюсь, что все будет в порядке, и он нам поможет за играть с Бенфикой. Бранко, мы знаем, что последние 2 игры вы отыграли 90 минут, 2 игры за сборную, и неутешительный такой результат. Каково ваше эмоциональное, психологическое состояние? Готовы ли вы перестроиться после сборной неудачи на игры Астаны? Надо для этого просто могу сказать, что у меня все нормально. Просто это не первый раз. Так случается, что играешь 2 игры в сборной, придешь назад и после через сколько, 4-5 дня играешь новую игру. Просто могу сказать, что себя чувствую хорошо, без травмы, что самое лучшее. И завтра надо, все, которые без травмы, надо думать для Бенфики, потому что нас ждет очень тяжелая игра. Тебя взяли перед канун Лиги чемпионов для усиления, мы так думаем, очень сильно помог Астане. Каковы дальнейшие планы после окончания сезона? Продлеваешь ли дальше с Астаной контракт или какие планы дальше к карьере? Второй вопрос с Санемиру. Если сейчас у нас все хорошо получится, после результата матча Атлетико и Галатасарай, если Атлетико выигрывает и мы 2 матча хорошо сыграем, пройдем Лигу Европу, Еврокубку весну, и остается там всего-то 1,5-2 месяца, Астана успеет ли подготовиться в трансферном плане и физическом плане, чтобы так рано в феврале начать сезон, если все хорошо получится? Первое, так буду сказать. Нам еще остались 2 игры, очень важные, и надо только думать про это сейчас. Завтра есть игра с Бенфиком, как уже сказал, очень сложно будет. И знаем, играем с командой, как Бенфика, там тоже нельзя сделать много ошибок, потому что если ошибаешься, знаем, Бенфика это, как сказал уже тренер, он и сейчас раненый Лав, будет тяжело. И поэтому просто надо думать для завтра. А это как будет дальше, еще увидим. Я просто подписал на год, меня оставит еще полгода потом и увидим. Я просто для сейчас доволен, как играет целая команда, не только я. И я просто думаю, что помогал команде. А это, я думаю, надо только, могу сказать, болельщики, которые нас смотрят. И поэтому, что уже сказал, последняя игра, завтра играем, будет полный стадион. Знаем, когда играем перед полным стадионом, что очень красиво, и, как уже сказали, эти пресс из Португалии, когда мы дома с полным стадионом, для всех тоже, как Атлетико и Галатасарай, тяжело для всех играть. И мы завтра постараемся, что неважно, выиграем, проиграем, просто надо сыграть хороший мяч, сделать хорошую игру, и, конечно, потом на концу посмотрим. Я думаю, что будем сделать один кружок, как после всякой игры, и будем веселы быть с нашим болельщиком. Сейчас никто не может сказать, мы пройдем ли далее или нет, потому что против нами 2 отличные команды, не очень сильные, отличные команды, как Бенфика и Галатасарай. Но только мы можем сказать и обещать, что
будем сделать сложные животы за две команды. Мы будем бороться до конца, мы будем попробовать, заберем наши шансы. Если успеем, это даже будет чуть-чуть фантастика, но если не успеем, тоже играем хорошо, я тоже буду рад. Также за время, да, у нас есть достаточно времени и подготовимся, и трансферное окно тоже достаточно. Но у меня так и так есть фантастичная сумасшедшая команда, футболисты очень хорошо комплектованы. Даже если никто не заберем, мы опять можем сыграть хорошо в Европе, потому что эта команда показала, что она может играть хороший футболист, и это футболисты тоже показали, что они заслужили в своем месте. Они так боролись и показали хороший европейский уровень.